на правительственной трассе. 6 апреля 2004 года по трассе, проложенной вдоль этих гор, президент Ингушетии Мурат Зязиков направлялся на работу. Обычный день, обычный маршрут, обычное движение на работу в город Магаз. То есть обычный график. Ничего здесь в этот день не было необычного. 9 часов 15 минут. Президент отъезжает от своего дома. Впереди машина ГИБДД, сзади автомобиль с охраной. Так бывает каждый день. Так было и 6 апреля. Колонна двигалась со стороны Назрани на Магаз. Мурат Зязиков направлялся вот сюда, в свою резиденцию. Девять часов 16 минут. Все идет как обычно. Но уже через 2 часа ведущие телеканалы России сообщат подробности чрезвычайного происшествия. Они будут утверждать, что в кортеж президента вклинилась какая-то неизвестная машина. Но этого не могла допустить никакая охрана. Не могла она допустить и такого обгона. Реконструируя события, телеканалы ошибались. На самом деле, события разворачивались иначе. Впереди нас шла «семерка» белая, без номеров. И шла на малом ходу. Вот что, собственно, и вызвало подозрение, без номеров и затонированная она была. Белая «семерка» без номеров, с тонированными стеклами. В районе улицы Тенистой кортеж президента начал догонять эти белые «Жигули». Впереди идущая машина дала ей команду освободить проезд. Она послушно приняла вправо. «Семерка» съехала на обочину и замедлила ход, но продолжала движение параллельно с президентским кортежем. Она шла тихо, уже когда с нами начала равняться, она прибавила и вот, собственно... То есть вы почувствовали, что она идет на таран, да? Да. Он всем своим поведением показал, что он идет на таран. Я резко притормозил. И где-то на полкорпуса эта «семерка» вышла впереди меня. Часть пламени все-таки вошла в салон. И вот мой товарищ, когда уже сидел справа, и непосредственно президент, у них было обожжено лицо, шея и волос с правой стороны, а у меня с левой стороны. То есть пламя зашло и вот так по машине вот прошлось. Это произошло в 9 часов 17 минут. После взрыва я видел пламя сначала, потом машина разлетелась, «семерка». Вы оставались на своем посту? Я сразу же туда выехал. Сразу выехал, охранников в больницу отвез. Один оказал одному там медицинскую помощь. Улица Войнахская. 9 часов 25 минут. К этому времени президент уже покинул место происшествия. Его машина была изуродована до неузнаваемости. Пассажиров спасла только броня. Правую заднюю дверь заклинило. Раненые охранники из джипа сопровождения эвакуировали президента через левую заднюю дверь. В 9 часов 30 минут на месте преступления уже работали следователи. Вот все, что осталось от взорвавшихся «Жигулей». Серьезно пострадал и джип охраны. Каким-то чудом все находившиеся в нем остались в живых.
В тот же день, то есть 6 апреля 2004 года, исполняющим обязанности прокурора Республики Ингушетия было возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за покушение на жизнь государственного деятеля. Вот так выглядел «Мерседес» после взрыва. Позже Мурат Зязиков скажет. Когда вот все это произошло, я, честно говоря, не поверил бы, что с этой машины можно выйти живым. Но вот, честно говоря, если бы это не было под камеру, я небольшой любитель, мне хотелось даже вот там станцевать. Уже на следующее утро президент приехал в больницу навестить раненых. Ничего, но люди хотят поздороваться. Мы рады, что вы здоровы. Так? Ну, желаем всего самого Ну, это Амир, он мой родственник, Барсуков, Куриев, значит, ну, достойный парень. Адам тоже родственник мой. Куриев, я сказал, Муцольгов. Все ингуши мне родственники, а тем более эти ребята все это... Ну, они действуют мужественно, вопросов нет здесь. Грамотно, четко, все. И, конечно, вот все, что сделано ими. И мне самое главное, чтобы у них все было хорошо. А вот чем парни били? А вот видите? Вот в чем у вас метит? Да, у меня в машине мы вытащили вот такие вот. Это мало, значит. Это еще фугас там был. Это, значит, тротил, и еще, когда тот взорвется, еще фугас, чтобы целенаправленно там было все это сделано. Чтобы ни они, ни мы, чтобы никто там не выжил. Вот благодаря им эта задача не получилась у них. И не получится никогда. На щеке президента след от ожога. Врачи мне сразу оказали то, что мне нужно, сделали. Вот немножко, мне говорят, надо скрыть, загримировать. Я говорю, не надо. Не надо. То, что известно Богу, от людей скрывать нельзя. Ладно, дал Машу. Позже Мурат Зязиков скажет нам. Наверное, это Всевышний дал мне возможность продолжить жизнь. И я могу теперь еще послужить своему народу. Мурат Магомедович, а вот вы вспоминаете те трагические события 2004 года? Ну так, по-человечески, да, конечно, бывает иногда. А так, чтобы я не зациклился на этом. Бог богатый, Бог бережет, Он ведет по жизни. И я Ему благодарен, что Он и сохранил, и что я вот после этого успел очень много сделать. Вот это самое главное. Но ведь постоянно же вам мешают. Мы сталкиваемся действительно с подобного рода угрозами, когда республика просто попадает вот именно не просто в поле зрения там какой-то группы людей, не просто какая-то информационная война эшелонирована, а есть и преступления. Конечно, преступления есть в любом регионе, но вот здесь вот то, что происходит в Ингушетии, конечно, это вот как бы на это обращают больше внимания. Почему? Да, потому конечно, что, конечно. Потому что Ингушетия, она идет сегодня по пути созидания, по пути преобразования, по пути решения много вот, сделано того, чтобы республика стала центром межнационального, межконфессионального согласия. И в этом плане очень много сделано. И, конечно, есть определенные силы, которые не хотят такого пути развития. Те, кто не хочет такого пути развития, скрываются в горах и лесах, таятся, словно дикие звери, нападают из-под тишка. Изгнанные из Чечни боевики пытаются закрепиться в соседних республиках. Им все равно, где отрабатывать полученные деньги. واتقوا الله لعلكم تفلحون. И бойтесь Аллах, чтобы вы выиграли, иншаллах, и в дуне, и в раю. Сейчас, иншаллах, у нас... Этот наемник, араб, заслан на Северный Кавказ для организации террористического подполья. Он хорошо подготовлен, выучил русский язык. Поедут из поста до Галактики. Обратите внимание,
разрабатывается боевая операция в районе села Галашки, на территории Ингушетии. Попали вместе с засадой. Отсюда, иншаллах, начнем нападать на них. И, иншаллах, если у нас возможность будет, и вариант будет, иншаллах, мы трофей заберем. И то, кто останется... Их главная цель – сеять хаос. А для этого стрелять и взрывать, убивать ни в чем не повинных соотечественников. Но не случайно эти боевики прячут лица под масками. Они боятся, потому что воюют против собственного народа. У каждого свое оружие, все готов, короче, только ждет. В группе, одна группа Яса вот здесь, группа Аль-Факир вот здесь. Зарубежный инструктор втолковывает, как лучше сделать засаду, как неожиданно напасть. Но они уже проиграли свою войну. Многих из них уже нет в живых. Эта видеозапись сделана несколько лет назад. Приемная прокурора Республики Ингушетия. Добрый день. Здравствуйте. Вы откуда? Мы из телекомпании «Останкино». Нас должны здесь ждать. Проходите, пожалуйста. Прокурор ждет вас. Юрий Николаевич, в свете последних событий, произошедших в республике, можно считать ситуацию в Ингушетии нестабильной? Я бы, знаете, как характеризовал в настоящее время ситуацию в Республике Ингушетии, напряженно стабильной. Понимаете, речь идет о том, что взять, например, отрезок временной 2005-2006 года и 2007, то обстановка была гораздо напряженнее. И по количеству совершенных преступлений, и особо тяжких. Дело в том, что если взять одну категорию, это посягательство в отношении русскоязычного населения, то в прошлом году было таких преступлений совершено 19. В этом году их по итогам работы буквально за 8 месяцев, их только 4. По таким резонансным преступлениям идется интенсивная работа по поиску установленных лиц, их совершивших. В результате работы были установлены лица, которые причастны к взрыву сотрудников правоохранительных органов, в частности города Назрань, городского УВД. Лица, которые причастны к этим преступлениям, по крайней мере, мы сейчас можем говорить только о причастности, им еще не предъявлено обвинение, они задержаны, в отношении их избрана мера пресечения содержания под стражей. Что касается убийства семьи Веры Драганчук, то в этом направлении работа правоохранительных органов продвинулась гораздо дальше. Где-то уже 4 человека по этому делу задержаны. В результате, когда проводились операции по поиску установленных лиц, которые совершили убийство семьи Веры Драганчук, мужа и 2 ее сыновей, то Далаков Авти и Долгиев, которые попали в поле зрения, вполне обоснованно. В ходе их производства задержания один из них оказал сопротивление. Он был вооружен, у него была как раз граната. И также, естественно, здесь органы внутренних дел применили вполне адекватные меры. Террористы добиваются смены власти в республике. Они хотели достигнуть этого, совершив покушение на президента. Не случайно так тщательно готовилось это нападение. Но у них ничего не вышло. Вот благодаря им эта задача не получилась у них. И не получится никогда. Террористы объявили войну спецслужбам, думая, что таким образом им удастся ослабить государственную власть. И снова у них ничего не вышло. Террористы нападали на отделы милиции, но получили отпор.
Сегодня они воюют со всем народом. Обстановка, на протяжении начала, например, 2007 года была достаточно тоже ведь сложной. Но были ликвидированы ряд боевиков, представителей, так сказать, незаконных вооруженных формирований. Обстановка несколько свою напряженность снизила. Довольно спокойно прошел апрель месяц, и май, середина июня. Но исходя, видимо, из того, что все-таки цель дестабилизировать обстановку в республике, видимо, я так полагаю, что имеется какой-то координатор внешний, который определил Ингушетию как самое слабое звено. И чтобы здесь в определенной степени усложнить обстановку, и разыграть какую-то определенную свою карту. Каждый день, кроме редких выходных и командировок, Мурат Зязиков приезжает на работу в свою резиденцию. Каждый день ему приходится решать десятки неотложных вопросов. Он считает, что только конкретными делами можно противостоять вылазкам экстремистов. Какие бы деструктивные силы, какие бы какие-то такие силы, которые в народе называют бесовым племенем, как бы они ни старались, как бы эти отдельные силы не хотели бы видеть все по-другому, обострить, для нас главное это успехи в экономическом, социальном плане. Те достижения, которые сегодня Ингушетия имеет, и то направление, которое выбрала Ингушетия, это для нас приоритетным, государственным приоритетным стало образование, медицина, культура. Мы всем этим отвечаем этим силам. Любой непредвзятый наблюдатель не может не оценить успехи республики. Вся Ингушетия превратилась сегодня в большую стройку. В считанные годы создано почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Это настоящий прорыв для небольшой, самой молодой республики. Газифицированы абсолютно все населенные пункты. Выстроен республиканский центр матери и ребенка. Не случайно этому объекту уделялось большое внимание. По рождаемости Ингушетия давно вышла на первое место в стране. Пройдут годы, и эти дети узнают, что ради их будущего президент Зязиков рисковал своей жизнью. И как не вспомнить слова президента, который так оценил трагические события 2004 года? Так, по-человечески, да, конечно, бывает иногда. А так, что я не зациклился на этом. Бог богатый, Бог бережет, Он ведет по жизни. И я Ему благодарен, что Он и сохранил, и что я после этого успел очень много сделать. Это самое главное. С помощью зарубежных и отечественных инвесторов в республике открываются все новые и новые предприятия. Например, такие, как производство тюнеров. Благодаря этой современной технике в республику уже пришло цифровое телевидение. Новые предприятия – это и сокращение безработицы. А проблема занятости населения актуальна для всего Северного Кавказа. Завтра будем обсуждать вопросы всего региона. И одна из основных тем – это, конечно, развитие экономики, социальное развитие. У нас на юге в целом очень много проблем в этом смысле. Это очень важное направление. Мы определили как приоритетное. В прошедшем году мы построили 7 школ, построили 14 объектов, которые будут добавлять нам рабочие места. То есть такие приоритеты сегодня есть. Конечно, самое главное – это стабильность, мир на Кавказе. Многие сегодня говорят, политики, ученые,
Сегодня обсуждают, говорят, нам нужна национальная идея. Говорят, вот Говорят, нам... ищут, пытаются Ищут, да. искать. Все в поисках этой национальной идеи. А я считаю, что она вот она. Она просто, и нам надо обращаться к тем нашим добрым многовековым традициям. А они говорят о том, что национальная идея – это о том, что Россия всегда была многонациональной, многоконфессиональной.